В эфире вечерние новости, в студии Василий Раченко. Здравствуйте. Смотрите в программе. Школьники Якутска приступят к очным занятиям уже со следующей недели. Между тем решается вопрос о возвращении в аудитории студентов вузов и среднеспециальных учреждений. Ситуация с коронавирусом стабилизируется в Мегино-Кангаласском районе. Школьники и студенты возвращаются к занятиям, а обсерватор для больных готовится к закрытию. Мороз не повод отказаться от купания. Якутские моржи ежедневно принимают экстремальные ванны. В селе Кустур Эвено-Бытантайского района горит школа. Сообщение о пожаре поступило в 17:25 по местному времени, но в данный момент связь очень плохая. Дать точную информацию пока не представляется возможным, приводятся слова главы района Гаврила Горохова. Сейчас первый вице-премьер правительства Якутии Алексей Колодезников проводит оперативное совещание по вопросу пожара. Отметим, школа была введена в эксплуатацию в 2009 году. Общая площадь составляет 1100 квадратных метров. Возгорание также произошло в варочном гараже автопарка в Алекминске. Пожар практически полностью остановил движение маршрутных автобусов. Спасти от огня удалось почти всю технику. По состоянию на 16 часов полностью восстановлено 7 машин. С завтрашнего дня они выйдут на городские и межпоселковые маршруты. Елена Фаст подробнее о происшествии. В ночь на 29 января в варочном гараже МУПС ГЗ произошло возгорание. На начало пожара в гараже стояло 22 единицы техники. Это 20 пассажирских автобусов, из них 8 частных и 12 муниципального предприятия службы городского заказчика. Благодаря слаженной и оперативной работе пожарных бригад и работников СГЗ практически все автобусы удалось выгнать целыми. Огнем уничтожен один частный автобус и вахтовый служебный транспорт. В связи с пожаром на линию по городу утром смогли выйти только 2 автобуса. 20 автобусов сохранены и размещены в варочных гаражах. Это 2 автобуса стоит в варочном гараже СГЗ, 12 автобусов стоят на сегодняшний день в ремонтном гараже МУП СГЗ, и 2 автобуса стоят в гараже АТП. Отмывает автобусы от копоти и проверяет электрооборудование. Утром же прошло совещание районного КЧС. Есть решение по маршрутам межпоселенческих рейсов. Для того, чтобы обеспечить наших граждан автобусным сообщением по нашим населенным пунктам, провели совещание и закрепляем на сегодняшние и выходные дни автобусный парк со стороны управления образования. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. В Якутии за минувшие сутки выявили 119 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила замруководителя регионального оперативного штаба Ольга Балабкина. В Якутске заболели 37 человек. Много новых случаев в Мирнинском районе – 26. В Алданском – 12, в Нерюнгринском – 11, в Амгинском и Татинском по 7. Еще в 9 районах от 1 до 4 заболевших. Прививку от COVID-19 в регионе получили более 15 тысяч человек, в том числе за сутки порядка 2200. В поликлиниках столицы вакцину от коронавируса начали получать трудовые коллективы. Так, с сегодняшнего дня ставят прививки работникам сферы культуры. В ЯРКБ номер 3 с утра очередь. В кабинете номер 105 для трудовых коллективов ставят вакцину ГАМ-КОВИД-ВАК. По словам врачей, люди не отказываются от вакцины, а наоборот охотно ее получают. Уже за пару часов через этот кабинет прошли несколько десятков человек. У нас скоро начнутся представления цирковые. И вот как мы работаем с людьми, со зрителями, нам нужно всем получить вакцину. Ваши родные и близкие уже получили, и нужно ли получить эту вакцину жителям региона? Ну, конечно, нужно получить. Только тогда остановится эта болезнь. Как видно из статистики, ситуация с коронавирусом стабилизируется в Мегино-Кангаласском районе. Образовательные учреждения, школы и детские сады работают в штатном режиме. Обсерватор, который находился в общежитии транспортного техникума в поселке Нижний Бестях, закроют в начале февраля. К работе приступили и работники культуры. Артур Старостин с подробностями.
На сегодняшний день по решению оперативного штаба разрабатывается плановый график проведения иммунопрофилактических прививок против новой коронавирусной инфекции работников организаций, учреждений и предприятий на территории муниципального района. В последнее время вот поступившие к нам вакцины, да, 600 штук, да, они вот уже сегодня-завтра мы это все уже закончим. И будем ждать новые поступления. На территории района, да, полную силу, да, идет работа по вакцинированию населения. Общежитие транспортного техникума поселка Нижний Бестях в начале февраля освободится от обсерватории. Мы планируем неделю проводить заключительную дезинфекцию, генеральную уборку. Мы пригласили специализированную дезинфицирующую организацию, чтобы они обработали профессионально наше общежитие с применением холодного тумана, всю вентиляцию, все помещения обработали. С 8 февраля студенты транспортного техникума начнут приезжать на очное обучение. Для этого будет установлен специальный график. Сначала приедет первая группа, а после того, как они уедут на производственную практику, приедет уже вторая группа. Это все продумано для того, чтобы не проживало более 100 человек. Наконец начали свою деятельность культурно-досуговые организации. Разрешены различные мероприятия с загрузкой на половину зрительного зала. В Доме культуры поселка Нижний Бестях в общем количестве 150 посадочных мест. Из них будут сидеть около 70 человек. Начали работать кружки, любительские формирования до 15 человек. С тем мы очень рады, так как живое общение. Библиотека тоже начала принимать своих читателей. Не допускаются скопления, пока не принимаем более 15 человек. Нет. По факту за последние дни в Мигино-Кангаласском районе выявленных коронавирусной инфекцией нету, но большинство жителей района соблюдают санитарную норму, то есть стараются придерживаться от посещения массовых мероприятий. Артур Старостин, Мигино-Кангаласский район. Учащиеся столичных школ возобновят очное обучение с понедельника, 1 февраля. Об этом нашему телеканалу сообщил начальник управления образования Алексей Семенов. Занятия возобновятся для всех школьников с 1 по 11 классы. При этом все еще будут учитываться температура воздуха и скорость ветра. Напомним, учащихся с 1 по 8 классы в столице перевели на дистанционное обучение в связи с метеоусловиями с 13 января, старшеклассников с 19 числа. Вопрос о возвращении высших и среднеспециальных учебных заведений к режиму очного обучения должен решиться в ближайшее время. Об этом в ходе брифинга оперативного штаба сообщила замруководителя Ольга Балабкина. По ее словам, в настоящий момент прорабатываются два вопроса. Это увеличение числа вакцинированных студентов и преподавателей, особенно возрастных, чтобы они могли вернуться в аудитории. Второй вопрос связан с тем, что, значит, непосредственно сами по себе билеты, которые сегодня предусмотрены со скидкой, они у нас действуют до 1 февраля 2020 года. Учеба, безусловно, если очная будет, она наступит немного позже. На настоящий момент ведутся переговоры и решается вопрос о продлении срока для выезда студентов на льготных условиях. Премьер Михаил Мишустин потребовал производить социальные выплаты вовремя и в полном объеме. Фонд социального страхования получит от правительства почти 69 миллиардов рублей для выплаты пособий. Из-за коронавирусной инфекции нагрузка на бюджет фонда выросла, что потребовало придать ему устойчивости. Мишустин сказал, что получение услуг, пособий и документов должно быть простым и удобным. Напомним, на этой неделе Госдума приняла в первом чтении законопроект, который меняет порядок выплаты различных пособий, в том числе по временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Они будут перечисляться напрямую из Фонда социального страхования, а не через работодателя. Рынок по торговле бивнями будет легализован в России в 2021 году. Соответствующие поправки в федеральный закон о недрах внесены в Государственную Думу. Документ включен в план законопроектной деятельности парламента на текущий год. Он регулирует правовую базу сбора, переработки и экспорта бивней мамонта. В данное время документ проходит процедуру согласования в федеральных министерствах и ведомствах, а затем будет рассмотрен на Комитете по природным ресурсам Госдумы. Кроме того, с 1 января 2021 года вступили в силу новые правила экспертизы бивней мамонта. Редкие коллекции и образцы, представляющие научный интерес, отнесены к культурным ценностям.
Что касается мамонтовой фауны, то я считаю, что здесь федеральный закон нужен, потому что сегодня рынок мамонтовой кости, он, к сожалению, находится вне всякого правового регулирования. И я поддерживаю те новации, те подходы, которые сегодня, вот, насколько я знаю, законопроект такой рядом депутатов Государственной Думы разработан. Проект, который он, с одной стороны, вроде бы упрощает, но с другой стороны, он на самом деле делает этот рынок уже абсолютно таким понятным и прозрачным. Торжественное собрание общественности, посвященное 125-летию выдающегося государственного и политического деятеля Якутии Ильи Винокурова, состоялось в Намском районе. Заседание прошло в режиме видеоконференц-связи. Участие приняли представители регионального правительства, выступили главы муниципальных образований, городских округов, где жил и работал Илья Винокуров. Приняла участие и родная дочь Ильи Винокурова Наталья Ильинична, которая вот уже 20 лет живет в Израиле. Все выступающие отметили неоценимые заслуги Винокурова перед своим народом, преданность родине и своему делу. Я думаю, что новым руководителям, молодым руководителям обязательно нужно всегда сохранять преемственность, ту, которая говорит об ответственном отношении к своей работе, об ответственном отношении к своему народу, об ответственном отношении к своей родине. И мудрость, человечность, дальновидность Ильи Егоровича сегодня об этом говорит. Мороз – не повод отказаться от купания. В Якутске, несмотря на холод, члены общественной организации «Якутские моржи» ежедневно окунаются в прорубь. По их словам, такие процедуры закаляют тело и дух, повышают иммунитет и в целом укрепляют здоровье. Однако купание в ледяной воде противопоказано людям, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поэтому всем, кто решил купаться в проруби, настоятельно рекомендуют для начала показаться врачам. Общественная организация «Якутские моржи» существует уже 3-й год и на сегодня насчитывает более 20 членов. Они поделились с нашим корреспондентом своими эмоциями после экстремальной водной процедуры. Ощущение классное, суперское, просто потрясающее. Я занимаюсь обливанием, в снег ныряю, но нырнула первый раз. Прям вот чувствую весь вот этот вот, как выходит, знаете, вот энергия. Супер классно. Приходите. Занимайтесь спортом, здоровьем. Всем всего самого хорошего. Будьте счастливы. Ура, 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 ура. Уруй айхал. На этом пока все. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. До встречи в эфире.